этом году был принят закон о средствах массовой информации. И сейчас мы стоим на пороге разработки закона о блогерах. Мы должны определить, кто такой блогер. У блогеров есть свои подписчики, есть своя аудитория, на которую они влияют. И мы должны определить, кто такой блогер. Да, естественно, он не будет относиться к средствам массовой информации, но у него есть определенное влияние на население. Распространяя информацию какую-либо, он тоже должен нести ответственность. И в этом случае мы сейчас должны дать определение, кто такой блогер. С нашими коллегами из других министерств сейчас очень сильно обсуждаем это, думаем, как это все написать в закон. В течение 2026 года, я думаю, мы этот закон уже разработаем и внесем на рассмотрение парламента. Какие нюансы есть при рассмотрении этого термина слоя блогер? Какие нюансы есть? Например, есть блогер, который просто госслужащий, да, у него есть определенная аудитория, более 5000 или 10 тысяч подписчиков. Он просто информирует. Бывает, он официальную информацию распространяет. А есть блогеры, у которых по 50, по 100 тысяч подписчиков, до миллиона и выше, да, они занимаются предпринимательством, рекламируют ту или иную продукцию. Это тоже является предпринимательской деятельностью. И поэтому мы сейчас должны определить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вот мы должны определить, как вообще будет действовать этот закон. Будет ли он рабочим. Поэтому, есть ли уже какие-то идеи, предположения? Идеи есть, пока я не хочу распространяться о них.